Ночь, улица, а где фонарь? Жители деревни Карпово своими силами установили освещение после 5 лет обивания порогов администрации. При свете пожить удалось им недолго. Буквально вчера сотрудники Башкирэнерго приехали в Карпово и сняли все светильники со столбов. Радмир Азнабаев разбирался. Вот так начинается дорога наших школьников, которые идут в первую смену. Время 7 часов 12 минут. Кромешная темень, и это на центральной улице села. По этой дороге детям приходится идти до остановки практически на ощупь. Родители школьников обеспокоены не на шутку. У нас ребенок вот один ходит в школу, приезжает школьный автобус с Федоровки. Он у нас один ходит, учится во вторую смену. Начало смены учебы в час, а учится до 6 часов. В 6 часов уже темно. Он уже идет один. Если я, допустим, на работе, он приходит один домой, а так я его хожу, встречаю. Вы посмотрите, сколько у нас детей. В каждом доме по 2-3 ребенка. Все они учатся в школах, им вызывают скорая. Скорая не может даже найти наш поворот, потому что здесь темно. Страшно гулять, потому что тоже очень темно. Жители деревни Карпово просят местную власть об установке освещения с 2014 года. Но в течение 5 лет одни отписки. За это время им удалось добиться установки только одного фонарного столба. И то ценой человеческой жизни. Единственное освещенное место в Карпово, по словам местных жителей, является вот эта вот пешеходная зона. Зебру и освещение здесь установили сразу после несчастного случая с летальным исходом, который произошел здесь в сентябре 2018 года. Возле Байрама сбили бабушку в темное время суток. То есть это была не ночь. Бабушки ходят, во сколько там, в 6-7 часов вечера. Да? Водитель, конечно же, он ее просто не увидел в темноте. У нас нет тротуаров. У нас люди, бабушки те же самые, они в аптеку в Байрам вынуждены ходить по проезжей части. Инициативная группа сельчан решила собрать деньги и установить фонари за свой счет. Конечно, как говорят сами жильцы, они предварительно договорились с администрацией Калининского района Уфы. Те, в свою очередь, якобы пообещали оформить все документы и взять освещение на свой баланс. Они сказали, вы покупаете фонари за свой счет, предоставьте паспорта, возьмите план, получается, укажите номера столбов, где у вас фонари будут стоять. Мы так все сделали. Предоставили паспорта, получается, номера столбов. И все, им отдали, получается, паспортами. Они сказали, все будет хорошо. Фонари горели недолго. Вчера в деревню приехали сотрудники Башкирэнерго и сняли все светильники с фонарных столбов. Управление коммунального хозяйства и благоустройства города Уфы под различными предлогами уклоняется от заключения договора. Поэтому мы после неоднократных, опять же, предупреждений были вынуждены приступить к демонтажу этих счетчиков, поскольку происходит бездоговорное потребление электроэнергии. Сельчане говорят, что в администрации решение об установке фонарей за свой счет одобрили. Правда, без бумаг, в устной форме. Абсолютно никогда. Нет. Такого не было вообще с местными жителями? У вас не было устной договоренности? Нет, конечно. Нет. Вы спрашиваете меня лично, я вам говорю нет. В последнем ответе жителям от администрации Калининского района сказано, что в деревне Карпово будет оборудовано освещение на центральных улицах только в период с 2020 по 2024 год. Сельчане надеются, что светлые времена наступят в их жизни как можно скорее. Радмир Азнабаев, Азат Петров и Азат Тузбеков. Новости. Уфимский район.